Этно-арт-театр «Варма» представляет фэшн-повествование «Од Варма. Новый ветер». Пока есть солнце и воздух, всегда будет ветер. Варма, Варма, ветер. И порой он бьет в лицо, потому что надышаться можно только ветром. Ветром свежим, легким, молодым. Ветер, невидимая, но ощутимая сила. Я ветер, я Варма. Все в мире циклично. Сотворение, жизнь, перерождение. Я и есть кругооборот с возвратом в исходную точку. И снова начинающий путь. И снова начинающий путь. Я ветер, я Варма, Ава, женщина. Я дитя, я девушка, я мать, я мир, я вселенная.
Бродит в поле ветерок около ручья. Спи, мой аленький цветок, доченька моя. Ай, титерни, ай, мазы, бай, мати, титерни, бай. Лютюба, люба, лютюба, люба, лютюба, люба, лютюба, люба, Мексов мадемат, Мексов мадемат, мать. Яга баба нёлгазо, Сара Сашка, яга баба зёрназо, мать. Сара Сашка, яга баба зёрназо. Тю-лю-лю-лю, да тю-лю-лю. Тю-лю-лю-лю, да тю-лю-лю.
тятя, ты баба, норик, норик. Перетяж титькова нес, норик, норик. Пандо пряса кудынес, норик, норик. Пандо ала кардазнес, норик, норик. Тю-лю-лю-лю, да тю-лю-лю. Тю-лю-лю-лю, да тю-лю-лю. Баю, 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 тей-тирнен. Баю, кони, тельминете. Баю, путыть единете. Бау, дочи, бай, вакс, менельсте. Сизись моды, не те же демсты. Баю, 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 бай. Удок тирень левский нем. На яруге дуги да. На яруге дуги да. Мады ёнязе уды. Когда-то я была маленькой девочкой. В далеком детстве я представляла себя вымышленным персонажем, мифическим героем сказки, эпоса, предания. Засыпай, и перед нами видение, символический образ, связь между природой и человеческим началом. Образ ночи. 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 Кто же не знает мифических существ мордовских сказок? Куд-Ате, домовой. Домовой. Куйгарыш, мелкий проказник. Проказник. Многоликость, как отражение нескольких начал в одном человеке, представленных в мордовских сказках. Противоборство светлой сущности и лесной дивы. Ава. По старинному обычаю мордовки плели косы, и в них вешали подвески. Нема есть сущность живой природы и связь с человеческим началом.
Budi bungat kerşavat Halisevat halisevat Orujiyen altımat Lambama lambama lambamat Budi bungat Halisevat halisevat Сон чарауты, сон веляуты, оружия, оружия. Иля кольне, иля ноксе, иля. Сон чарауты, сон веляуты, оружия, оружия. Мона ярцан, асиман, яла сарас донарсян. Вана, вете прок солдаты, кем гавто цепакат. Ой, куда мо цепата, ой, куда мо мазы. Цепа, цепанеме, ашенеме, тюженеме, равоженеме, як стеренем, да сюрмавнем, да тюженем. Цып, цепа, цепа. Ой, куда мы цепакатисы. Вана анта деська шадо, сиди куру калея до, тонеть квока пештене топ. Цепа. Пряло фото на монтоду. Цепа. Ой, куда мы цепакатисы.
Я дитя, и я не устаю познавать уникальный мордовский код. Я расту, я иду в гору. И вот я уже не дитя. Настало время молодой женщины. Это таинство. Таинство принятия Пулая. У мордовой Эльзи в день совершеннолетия девушки чуть ниже ее талии на специальном поясе крепилось тыльное набедренное украшение, называемое Пулай. Эльзянка не могла появляться в обществе без Пулая и практически не снимала набедренник. Пулай был богато украшен и расшит различными манистами, каури, вышивкой, бисером. Это символизировало плодородие женщины. Во время движения шумяще-звенящие поясные украшения служили оберегом всего женского тела. Теперь я молодая женщина.
И я ветер, задувающий свечу, но раздувающий костер. Древо вырастает крепким только при сильных ветрах. Тёшься, да тёшься, зоёру, да тёшься, зоёру, да
тон шудя. Автора тони днят, монни днязят у задаща. Кто я? Настоящее, будущее. Каким ты меня видишь? Как воспринимаешь? Только ты способен преодолеть все ограничения, привычные убеждения, каноны, нормы. Я ветер, летящий сквозь время. Я дыхание живой вселенной. Я Варма, Ава. Мое дыхание открывает другие горизонты и дарит новые возможности. Я само будущее. Я дарю тебе все оттенки ветра. Все оттенки ветра. Куданьконьки, як совак, штима бастамак, содая, ляли, 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 кафтахапели, я вода, лангозонок, вано дая, ляли, 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 ляли.
будня сарвені наряжать, лангозом за щастя шепаленять, прязано засуно суть мази патенять. Я Варма. Я есть дыхание природы. Я слезы в каплях дождя. Компан спрякине, то не станских солезы. Максамонтонись казне, мазы принятякшке, да мазы вагель толгине, а в компан спрякине, то не станских солезы. Вот пизимне, вал зоре велите, тена монтонись казне, да максамонтонись казне, мазы принятякшке, да мазы вагель толгине, а в компан спрякине, то не станских солезы. На улице дождик сильно поливает, ой, лёли, сильно поливает, супы прививает, ой, лёли,
всю пыль прибивает. По этой по пыли и Мария гуляет. Ой, лёли, лёли, и Мария гуляет. И Мария гуляет, думает, гадает. Ой, лёли, лёли, думает, гадает. Куда будет деться, куда схорониться? Ой, лёли, лёли, куда схорониться? Кидалась, бросалась к матушке на ручки. Ой, лёли, лёли, к матушке на ручки. Матушка говорит, тут обед не место. Ой, лёли, лёли, тут обед не место. Тут обед не место, дитя не с поместья. Ой, лёли, лёли, дитя не с поместья. На улице дождик сильно поливает. Ой, лёли, лёли, сильно поливает. Сильно поливает, всю пыль прибивает. Ой, лёли, лёли, всю пыль прибивает. По этой по пыли и Мария гуляет. Ой, лёли, лёли, и Мария гуляет. И Мария гуляет, думает, гадает. Ой, лёли, лёли, думает, гадает. Куда будет деться, куда схорониться? Ой, лёли, лёли, куда схорониться? Кидалась, бросалась к батюшке на ручки. Ой, лёли, лёли, к батюшке на ручки. Батюшка говорит, тут обед не место. Ой, лёли, лёли, тут обед не место. Тут обед не место, дитя не с поместья. Ой, лёли, лёли, дитя не с поместья. Кидалась, бросалась к милому на ручки. Ой, лёли, лёли, к милому на ручки. Милый мой говорит, тут обед не место. Ой, лёли, лёли, тут обед не место. Тут обед не место, дитя с поместья. Ой, лёли, лёли, дитя с поместья. Я меняюсь завидным постоянством. Меняюсь, не меняя главного — красоты. А красота — это не условный идеал, а наше шестое чувство. Я космический ветер мечты. Соткала я свою мечту из бисера, очень мелкого и хрупкого, огненно-красного, как пылающий закат, призрачного, как бриллианты падающих звезд, кристального, как дожди. Я рисовала узоры мокрыми от росы тропинками, ведущими к тому, что ищет каждый. Вышивала янтарными слезами. Сомнение есть путь к истине. Кто не сомневается, не видит. Кто не видит, не понимает. Кто не понимает, пребывает в слепоте и в заблуждении. Твой путь — мечта. Мечта всегда витает в воздухе. Ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она вокруг нас и в нас самих. Следуй своей мечте, даже если не знаешь, куда она приведет. У каждого свой путь. У меня свой. Я Варма, и со мной немеркнущая красота.
Omen. Варма. Добрый вечер, дорогие друзья! Наградите еще раз аплодисментами талантливый, молодой, креативный этно-арт-театр «Варма». Тех, кто на сцене, и, конечно же, тех, кто ждет за кулисами. Друзья, громче, громче, громче! Друзья, фэшн-повествование от «Варма» поставило точку, но не одну, а многоточие. Друзья, нас ждет премьерный показ коллекции костюмов. Так сказать, финальный аккорд, или, как у нас любят говорить, вишенка на торте. Но самое главное, мы не устаем говорить спасибо за возможность развиваться, экспериментировать и продвигать культуру наших народов. Лидеру нашего региона Артему Алексеевичу Сдунову спасибо! А сейчас, дорогие друзья, позвольте пригласить на сцену директора этно-арт-театра «Варма» Татьяну Сидоркину. Уважаемые коллеги, дорогой зритель, мы искренне рады возможности сегодня всех вас поблагодарить за то, что вы разделили этот вечер с нами. Действительно, Варма – это умные, талантливые, креативные, активные, энергичные молодые люди. Вот там за кулисами находятся мальчишки и девчонки, которые родину свою любят, которые уважают традиции своего народа. Да, мы экспериментальный театр. Да, мы экспериментируем с формой. Но мы не искажаем никогда содержание, потому что наша задача не только сохранять традицию, но и развивать ее, представлять в новых современных формах то, что интересно нашей молодежи. Сегодня вы видели новые композиции, новые костюмы, новую музыку слышали. Сегодня впервые мы представили детскую коллекцию. И, как сказал уважаемый ведущий, как там, вишенка на торте, да? Безусловно, в прошлом году у нас уже была вишенка, такая вот молодая, а в этом году действительно она будет сочная, вкусная, сладкая, потому что мы будем презентовать коллекцию народов, проживающих на территории Республики Мордовия. Русские, татары, мордва, мокша, эрзя, шокша. В процессе научных экспедиций, научно-исследовательских экспедиций мы изучили тюрюханский костюм, но это все впереди. А сейчас мне бы хотелось поблагодарить всех тех, кто помогает нам развиваться. И прежде всего, конечно, это руководство нашей республики. Спасибо огромное, и эти аплодисменты Артему Алексеевичу Сдунову. Конечно, мы благодарим наших экспертов. И сегодня в этом зале находятся искусствоведы, историки, теоретики моды, руководители модных домов. И сейчас разрешите, пожалуйста, мне пригласить на эту сцену удивительного человека, талантливую
личность, очень красивую женщину, Ольгу Николаевну Рыхлову. Ольга Николаевна – председатель Нижегородского отделения Союза дизайнеров России. Она является основателем музея Надежды Ламовой, музея моды и портновского искусства Надежды Ламовой. Она же является основателем дома моды Парле, коллекцию, которую вы сегодня видели. Оля, вам слово, как вам удобно? В радио, микрофон на стойке. Пожалуйста. Так, еще повыше, да. Всем добрый вечер. Вы знаете, для меня огромное счастье быть снова в этих стенах, быть снова в этом городе и снова встретиться с вами. Это уже становится доброй традицией, потому что раньше все больше Варма приезжала к нам в гости, а теперь вот и мы к вам зачастили. И это очень-очень приятно. И знаете, сегодняшний вечер, сегодняшний концерт для меня это какое-то настоящее волшебство. Я смотрела на сцену, во-первых, получила невероятное, колоссальное эстетическое удовольствие. Я потрясена музыкой, которая звучала в этом зале. Вы знаете, мне кажется, я видела то, что не показывали, но предполагали. Может быть, и вы это видели. Я видела нити. Одни нити уходили вверх, одни нити уходили в будущее, в небо, к небу, возносились к чему-то высокому, светлому, чистому. Другие нити уходили глубоко-глубоко в недра земли, связывая как будто бы прошлое, настоящее и будущее собой. А какие-то нити опутывали нас всех единым, кружевным, красивым, невероятным полотном. И полотно – это ваше творчество, всеобъемлющее, проникновенное, искреннее. И это совершенно потрясающий, уникальный коллектив, уникальная история для России в целом. Спасибо вам за ваше творчество. Аплодисменты этой прекрасной команде. Ну и продолжаю тему нитей. Подарить я хочу подарок тематический. Каждой маленькой девочке, которая сегодня была главной героиней этого спектакля, в детстве раньше дарили первым делом, самым первым делом, не куклу, не игрушку, а прялку. Прялку, которая была верной подружкой каждой женщины на Руси. И я вам тоже хочу сегодня подарить вот такую прялку от нашего музея моды. Прялочке более 200 лет. Поэтому храните ее, берегите, и я уверена, что она станет вашим талисманом. Ну и, конечно, прялка без веретена – это не инструмент. А вот сейчас он полноценный. Пусть это будут вашими талисманами, и пусть у вас вот эта нить, которой вы нас всех оплетаете, никогда не заканчивается. Ну а это лен, конечно, натуральный лен, дары матушки природы, которые вы так умело берете и превращаете их в искусство. Я вас люблю! Спасибо. Ольга Николаевна, мы вас любим не меньше. Любовь наша взаимна. Спасибо вам. Дорогие друзья, сейчас мне тоже хотелось бы пригласить на эту сцену удивительную женщину, которая к нам приехала из Уфы. Альбина Фанильевна Усманова, прошу вас подняться на эту сцену. Искусствовед, историк моды. И я акцентирую внимание, эксперт в области театров моды. Пожалуйста. Эрли Кис, добрый вечер. Вы знаете, с этим коллективом я познакомилась на форуме Иволга. И с тех пор мое сердце осталось с ними. Они его увезли. Получилось так, что ребята выиграли эту победу у очень сильных коллективов и привезли гран-при домой, сюда к вам. Точно могу вам сказать, что проведена была очень глубокая этнографическая работа, прежде чем вот мы смотрели красивых ребят в красивых нарядах, костюмах с красивой музыкой.
Это большое дело в 21 веке интересоваться тем, что существовало 100, 200, 300 лет назад, и, возможно, нам это бы и не было интересно, если не было такой формы, которую мы увидели здесь, современной, понятной нашему человеку 21 века. Я ведь права? Нас часто обвиняют в клиповом мышлении, что нам не нравится то, что нравилось 50 лет, что мы мыслим картинками, мигалками, музыкой. Но здесь мы видим абсолютную победу в том, что они доносят искусство при помощи того, что понятно современному человеку. Ведь если история останется в музее, она останется в музее. Ровно до тех пор, пока молодежь ее не вынесет вам, не вынесет к себе, не вынесет на себе. Только так мы можем эту нить, о которой говорила моя визави, продлить из прошлого в будущее. Только так. Здесь я вижу не только глубокую этнографическую работу, смелую этнографическую работу в симбиозе с современной формой. Да, может быть какая-то критика, что изменены компоненты, но глубинно ничего не поменялось, потому что проведена очень глубокая работа по селекции того, что должны увидеть мы, того, что представляет собой мордовский костюм в современном его понимании. Я ведь права? Это очень важно для человека, который не близок к вашей культуре, который совершенно далек. Но посетив сегодня музей, я увидела и вот эти накладки поясные большие, и украшения, и цветовые решения, которые здесь стопроцентно попали в современные формы, в большие объемы. Ведь это сцена требует объем, правильно? Здесь совершенно другие законы, а у театров мод вообще свои законы. Это повествование, это рассказ какой-то истории, которая, возможно, вам бы не была интересна, если бы она не имела такую форму. В общем, я желаю, ребята, вам вдохновения во всем. Продолжайте творить в том концепте, в котором вы это делаете сейчас. Это интересно всем. Спасибо. Спасибо огромное. Действительно, в этом году театр вырос. Мы стали финалистами конкурса высокой моды «Адмиралтейская игла». Мы стали победителями «Волги Fashion Week». Мы стали не просто призерами, а абсолютными победителями, гран-призерами молодежного форума «Иволга». Но вместе с тем мы очень активно и уже на протяжении многих лет работаем с нашим партнером Николай Николаевич Пиксин. Можно я вас приглашу на эту сцену? Удивительный человек. Меценат, учредитель фестиваля высокой мордовской моды, который проходит в Даншино. Николай Николаевич, вам слово. Татьяна Николаевна, уважаемые друзья, коллеги, Ялга, всем добрый вечер, всем шумбрат. Мы не только дружим, но очень любим друг друга. С этим коллективом я познакомился тоже в 2019 году, первый раз, первый класс, когда мы увидели. И я в том числе, вот, находясь в таком же месте, сидел, думал и представлял, что все будет хорошо. Но когда я увидел сценические образы, костюмы, вот на сцене, немножко и мурашки по телу были, честно говоря. Я тогда получил заряд бодрости, энергии и сказал себе: правильной дорогой идем, товарищи, надо мордовскую культуру развивать, и не только, как сегодня было сказано, придавать новые веяния, новые нити, новые корни, направления. И самое главное, то, что нужно, это молодежь привлекать. Я сегодня видел много молодежи, много новых лиц. Татьяна Николаевна, коллектив пополняется, видно. Ну и вишенки были, да, были очень такие. Хотелось их прям вот, но нельзя. Спасибо за ваш труд. Спасибо то, что делаете, то, что на сцене. Это огромная работа в продвижении мордовской культуры, традиций, обычаев, фольклора, костюма, истории. Люди, которые приходят сюда впервые, и к вам, и к нам, когда вы к нам приезжаете в Даншино, в Пензенскую губернию. Мы вас всегда любим, мы вас всегда ждем. И мы надеемся, что Мордва, вот то, что на сцене, может быть, немножко что-то мы там по-другому сделаем, но обязательно десант сделаем в направлении Кавказа. Там очень ждут. Я завтра вот полечу туда, в Кабардино-Балкарию. Кабардинка ждет, когда совместно с Вармой сделают номер. Да, мы планируем такой есть совместный такой проект момент. в Дагестане. Да. Дагестан, Лезгинка, то же самое.
От души всего самого доброго, хорошего. Ну а зрителям вот самая лучшая оценка – это полный зал. Аплодисменты вам. Варма, еще раз Варма. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, и еще я хочу представить нашего гостя из Казани. Член молодежной ассамблеи народов Татарстана, организатор этнокреатив проектов, руководитель творческих событий в сфере культуры и искусства Мария Владимировна Стуклова. Пожалуйста, вам слово. Привет, Саранск! Слушайте, я сижу в мурашках, у меня, если честно, немножко даже в какой-то момент потекли слезы за ту гордость вообще, что творится в нашей республике. Конечно, я приехала к вам из Казани, я там живу уже 10 лет, и делаю различные тоже проекты в сфере народной культуры, этнической культуры. И мы познакомились с Татьяной Николаевной 4 года назад. Мы начали делать проект «Культурная мозаика Татарстана». У нас одна из многонациональных тоже республик. Приезжайте к нам в Казань, небольшая реклама. И очень были вообще все в восторге, когда я сказала: да вы что, мода, сейчас приедут наши ребята. Вы вообще видели, какие у них костюмы? В общем, приехали они к нам 4 года назад и показали свою коллекцию. Все были просто в восторге, я не знаю, в шоке, потому что наши ребята тоже были на Иволге, но там просто конкурентных вам нет вообще. В общем, я хочу сказать вам большое спасибо за вашу невероятную работу. Будучи этномузыкологом, я знаю, что такое ездить в деревне, собирать по крупицам всю ту культуру, которая у нас есть. Мне отрадно видеть, что к нам в республику тоже, в Татарстан, приезжают и Мерима, и Морома, и ваш коллектив. Я очень рада вас всех видеть и рада пригласить к нам тоже в республику. И я хочу пожелать вам процветания, успехов, и чтобы о нашей мордовской традиционной культуре, пусть она будет даже в таком формате, как бы у нас есть тоже проектный офис «Национально актуальным», где мы пересматриваем, переформатируем многое видение нашей национальной культуры. И я считаю, что для нас, для молодежи, в нас столько энергии, что мы можем показать, какие мы классные и крутые. И мне кажется, что каждый сегодня, придя домой, будет с гордостью говорить: я макшанин, я эрзянин, я шокша, я из республики Мордовия. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна. Это здорово, это невероятно. Мы ждем вас в Казани 21 февраля. Спасибо, Машенька, огромное. Очень важную тему подняли. Вот она сегодня говорила о том, что как здорово, когда вот сохраняется народная традиция, и как здорово, когда есть интернациональное понимание. Вот, кстати сказать, наш коллектив интернационален. В нашем коллективе русские, татары, эрзя, мокша. В нашем коллективе башкир, в нашем коллективе есть девочка, у которой течет кровь тувинки, казашка, говорящая на макшанском языке, где она у меня здесь. То есть, представляете, и все мы любим свой народ, свою культуру. И именно это нас вдохновило на создание новой коллекции. Но вот уже больше не буду я злоупотреблять вашим временем. Сейчас мы ее представим. Еще раз повторяю, что эта коллекция... Подождите, пока не нужно гасить свет в зале, потому что эта коллекция создана коллективом, творческим коллективом дизайнеров, технологов, декораторов, которые сегодня находятся в этом зале, и я не могу их не поблагодарить. Да, Камила, где вы у нас? Пойдемте с цветами. Я хочу представить нашего главного технолога. Поднимайтесь. Татьяна Геннадьевна Жамкова, Ксения Стрягина, наш замечательный декоратор, Ирина Хомякова, наш дизайнер. Держите. И также мне бы хотелось выразить огромное спасибо, давайте я сейчас даже сама спущусь в зал, огромное спасибо нашим экспертам-консультантам Юлии Александровне Горюновой
председателю Союза дизайнеров, регионального отделения Союза дизайнеров России, и Фатиме Гатиевой, руководитель Центра креативных индустрий. Спасибо огромное. Ну и Елена Николаевна Ломшина, руководитель нашего гранта. Елена Николаевна, поднимитесь, пожалуйста. Катюш, передай, пожалуйста, цветы. Спасибо вам огромное, Елена Николаевна, за организацию нашего творческого процесса. Низкий вам поклон. Ну что ж, мы готовы. Все переоделись? Готовы презентовать? Итак, коллекция современных этнокостюмов народов, проживающих на территории Республики Мордовия. От Варма. Новый ветер. Приятного просмотра. От Варма.
Дорогие друзья, встречайте этно-арт-театр «Варма». Модели Анастасия Ледяйкина, Инна Фролова, Павел Ткачев, Никита Донцов, Анастасия Ермошкина, Анастасия Тимофеева, Артем Котельников, Алексей Юмаев, Екатерина Кудашкина, Анастасия Тужилкина, Егор Аверкин, Тимур Аксянов, Ксения Петрова, Ангелина Пискаева, Светлана Яковлева, Анастасия Гилева, Артем Аверкин, Илья Кулагин, Ульяна Азоркина, Юлия Могина. Дорогие друзья, внимание! Наши мини-модели. Арина Суркова, Ева Мизяева, Вика Волынова, Даша Арасланскина, Эмилия Нугаева и наша солистка Маруся Фомина. Дорогие друзья, еще раз громкие аплодисменты! Солистка этно-арт-театра «Варма» Елизавета Прохорова. Модель-исполнительница роли Варма Авы Светлана Каткова. Педагоги по вокалу Татьяна Тюрина и Екатерина Модина. Композитор-аранжировщик этно-арт-театра «Варма» Александр Истихин. Видеограф проекта Екатерина Максимова. Дорогие друзья, еще раз громкие аплодисменты. Автор коллекций, постановщик демонстрационных сцен и дефиле композиций, руководитель проекта «Варма» Ирина Белякова. Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, эксперты, добрый вечер, наш дорогой любимый зритель. С прошлого концерта прошел год, всего лишь год. Но за этот год Варма двигалась вперед просто семимильными шагами. Мы очень-очень стараемся, очень много работаем, и заметно, как мы растем. Мы растем количественно, нас становится больше. Мы растем качественно, и это не предел наших мечтаний. И все это благодаря вам, наш дорогой любимый зритель. Спасибо вам большое. Ваши горящие глаза, ваши овации, ваши эмоции. Мы вам очень-очень благодарны. И, конечно же, не состоялся бы этот концерт без прекрасного режиссера Оксаны Юрьевны Вишняковой.
Варма вас очень-очень благодарит. Мы коллектив молодой, активный, с нами надо справляться, и вы это умело делаете. Спасибо вам большое. И хочется напоследок сказать: до новых встреч, мы вас любим. Дорогие друзья, еще раз громкие аплодисменты. Арт-театр Варма. Всем большое спасибо и до новых встреч.